В своем интервью журналисту русской службы новостей Рамзан Кадыров рассказал, что, по его мнению, в борьбе против иблисского государства должны участвовать лидеры всех стран. При этом войну против террористов нужно вести с соблюдением всех норм международного права, считает глава Чечни. Решение президента Российской Федерации Владимира приветствуется и в России, и исламских, и мусульманских, арабских государствах. Мы воевали и воюем против терроризма и экстремизма. Мы уничтожили этих шайтанов на территории Чеченской Республики Российской Федерации. И сегодняшние призывы мы слышим, как они объявляют джихад против российского народа. Мы тоже граждане России, мусульмане, которые проживают, это наша тоже родина. И мы тоже несем ответственность за безопасность, и мы должны в первую очередь выйти и защищать наше государство, народ, руководство от этих шайтанов. Поэтому сегодняшнее решение приветствуется. Уверен, что это будет доведено до конца. Мы видим, мы чувствуем, мы знаем, нет других сил, которые могли бы сегодня остановить эту машину зла. Во время пророка их было, наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: где они появятся, там будет кровь, их надо уничтожать. У них везде есть свои сети, потому что интернет для них дает возможности зайти в каждый дом и вербовать каждого или отдельного. Мировое сообщество должно объединиться против этого зла. Но сегодня мы видим, как Америка, Европа без каких-то санкций, без каких-либо там разрешений бомбят. Вот Путин принял решение по законам, по всем правилам международным. Вот всех заинтересовало это все, там, знаешь, и уже появились погибшие там мирные люди. Абсолютно точечный идет, так скажем, авиация работа точечно, там абсолютно, там, знаешь, где мирные жители знают, и разведка, и кто дает координаты, очень сильные специалисты. Корреспонденты интересовали механизмы вербовки в иблисское государство. Глава Чечни рассказал, что сейчас бандиты хотят привлечь образованных и авторитетных людей, ведь именно за ними потянется молодежь. У них очень развитая, хорошая стратегия, не просто там где-то кто-то идеолог, там, знаешь, читает проповедь, а это сильные институты западные чувствуются, знаешь, и психологически, там, знаешь, они могут управлять людьми. Поэтому там сильные специалисты работают там, и поэтому у них получается так вербовать людей. Поэтому мы должны больше смотреть, развивать, строить такую государство, которое не просто там оборону, там, знаешь, или там какие-то спецслужбы, а информационная война должна вести днем и ночью. Мы еще должны, знаешь, дорабатывать свою стратегию. Рамзан Кадыров уверяет, что некоторые люди неправильно трактуют аяты из Корана, а в иных случаях специально искажают смысл слов, чтобы спровоцировать общество на новые конфликты. Религия ислам в ее правильном понимании – это основа государственной и общественной безопасности, говорит глава Чечни. Именно поэтому, по его мнению, в России нужно строить больше мечетей. Это позволит уберечь молодежь от влияния экстремистов. Однако некоторые личности придерживаются других политических взглядов и выносят решения, не оглядываясь на возможные последствия. Вот сейчас мы открыли мечеть. Спасибо президенту, его речь, как он поддержал мусульман, это было приятно слушать. Но его речь должны слышать все. Мы же в Чечне строим церкви, ухаживаем за кладбищами христиан. На Урском районе заканчиваем церковь, в центре Грозного есть часовни. И сколько есть прихожан, столько мы будем строить. А почему в Воронежской области нельзя строить мечети? В Краснодарском крае нельзя, Ставрополь нельзя. И когда ты задаешь вопрос руководителю региона, он говорит: сейчас мы решим. Я говорю: ваша политика неправильная. Президент нам говорит: стройте мечети, помогайте, чтобы не могли использовать нашу молодежь против нашего суверенного государства. Потому что у молодежи бывает восприятие плохое, когда им говорят, что нам не разрешают строить мечети. Нам сегодня надо всем вместе строить сильное государство, чтобы не развалили наше государство, не разделяли нас. Только тогда останется сильное государство.
Многие из числа воюющих в Сирии на стороне террористов – жертвы западной пропаганды, настроенной против Чечни и России, говорит Рамзан Кадыров. Даже спустя много лет им выгодно говорить, что в нашей республике все еще идет война, и что здесь якобы действует диктаторский режим. Для того, чтобы оградить местную молодежь от влияния извне, работа ведется повсеместно. Особый акцент на виртуальное пространство, где с молодыми людьми общаются богословы. Они на жизненных примерах объясняют, что ислам не имеет никакого отношения к экстремизму. Рамзан Кадыров уверен, что в зоне конфликта много различных группировок, причем многие из них уже сами не знают, за что сражаются. Остановить кровопролитие, от которого страдает мирное население ближневосточных стран, можно, считает глава республики. Внести свой вклад готовая Чеченская республика, у которой большой опыт борьбы с международным терроризмом. Я как мусульманин, как чеченец, как патриот России заявляю, что в 1999 году, когда республика была охвачена этими шайтанами, которые сегодня существуют, мы дали клятву на Коране. Всю свою жизнь будем бороться против этих шайтанов, где бы они ни находились. И я не просто говорю, я прошу, чтобы разрешили нам выехать туда и участвовать в вот этих спецоперациях. И я уверен, что если они почувствуют, что ни батальон, ни полк, даже одна рота наша прибыла туда, они оттуда быстро разбегутся, потому что мы знаем их, мы их здесь уничтожали. Мы им показали бы, как надо воевать и что такое война. Но это решат верховного главнокомандующего, мы пехота. Мы не раз проводили мероприятия о готовности, и добровольцев с каждым днем все больше становится. И те люди, которые по нашему призыву выйдут, они не будут просить там себе какие-то льготы, там, зарплаты или там поощрения или питание. Они ради Аллаха сами выйдут и сами будут воевать и дальше идти. Также Рамзан Кадыров считает, что сейчас иблисское государство не представляет никакой опасности для нашей страны. Однако необходимо смотреть в будущее, предугадывать любое стечение обстоятельств. Журналист поинтересовалась и консультациями сирийской стороны с Рамзаном Кадыровым в вопросах борьбы с террористами. Глава республики отметил, что отвечает на вопросы коллег, основываясь на своем личном опыте. Также он рассказал, что вся Россия, в том числе и наша республика, оказывает всевозможную помощь сирийским беженцам. Поддерживаем сирийских беженцев в Европе. Мы сейчас в наши праздники тоже организовали праздничные, угостили тысячи беженцев, там раздавали мясо. Сейчас мы строим там, для учебы, там строим классы, там и других направлений через Иорданию помогаем, через Турцию помогаем, вот, чем можем. Вот сегодня, если Россия окажет гуманитарную помощь, вот, или обустроит, где они сейчас есть, вот, то было бы хорошо. Ну, а Европа сегодня может только делать то, что они должны делать. Сказать свое слово, чтобы Меркель, там, руководство Франции, они Польши, они приняли решение не помогать террористам, а уничтожить террористов, чтобы побыстрее их вернуть к себе домой и там же построить для них жилье. Вот только тогда они избавятся от этих проблем. Я семей из Чеченской республики, да, которые проживали в Сирии, полностью устроил в Иордании, оплачиваю жилье, образование, питание. И в каждый год, мы уже 3 года помогаем нашим беженцам. Всех обустроили, у них есть полноценная жизнь. Это десятки семей своих полностью обустроили. А приехавшие, которые чеченцев, они у родственников живут. У нас есть преподаватели в наших исламских вузах. И я считаю, что каждый руководитель региона, если хочет помочь, вот должны принимать своих людей. Или где-то они есть, там они им помогаем. Мы своим помогаем полностью. В конце встречи стороны отошли от политики и пообщались на другие темы. Рамзана Кадырова спросили, планирует ли он сниматься в кино. Когда будут обсуждать исторические факты, будут про нас вспоминать, что мы действительно ради Аллаха, ради народа, государства служили. Вот это мое актерское направление. А то, что там мы в фильмах, там, это бывает просто, знаешь, с иронией там снимаешь. Также сотрудница русской службы новостей интересовалась мечтой главы Чечни. Моя мечта в этой жизни закончить то, что начал
президент Владимир Путин, наш первый президент Ахмад Хаджи Кадыров. Это благополучие населения. И поставить точку, закрыть новую книгу, которую начали писать. Правильную книгу, правильной истории. Если мы полностью искореним все препятствия, если 100% создадим рабочие места, решим все социальные вопросы, то это и есть то, что мечтал мой отец, наш первый президент. Сайхан Сенсаев, Рузана Веселаева и Тамерлан Арсунокаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Новости.